Регионы страны будут развиваться по новым методам планирования, то есть аильные аймаки и акимиаты будут работать совместно с местным сообществом и бизнесом. Так, по словам главы Жетыгульской районной администрации, до 2030 года была принята программа развития района, охватывающая основные направления, такие как сельское хозяйство, туризм и инфраструктура. В рамках АТР во многих наших аильных аймаках идет полная цифровизация государственных услуг. В рамках государственной программы мы также разработали программу развития социально-экономической части до 2030 года, которая охватывает такие направления, как туризм, сельское хозяйство и экология. Также мы дополнительно привлекли экспертов для обучения наших служащих на местах. Я думаю, что реализация данной программы даст нам выход из дотации, и мы уже самостоятельно будем пополнять местный бюджет, и тем самым развивая район. Все эти новшества реализуются в рамках государственной программы комплексного социально-экономического развития регионов на 2025-2030 годы. Минэкономики отметили, что данная программа направлена на создание эффективной системы управления развития регионов. Она будет способствовать экономическому росту и улучшению качества жизни граждан. Мы таким образом хотим, чтобы каждый район и каждый аильный аймак постепенно становился самостоятельным, умел надеяться и рассчитывать на свои собственные ресурсы. Это также нужно для того, чтобы и выводить наши аильные аймаки из дотации. На сегодняшний момент, как показывают результаты, ежегодно в каждом аильном аймаке, то есть в каждом районе из дотации выходят села, постепенно по 2-3 в год. Новые методологии составления. Многие муниципальные и государственные служащие прошли обучение новым методам планирования. Это позволило внедрить новые программы развития по всей стране. Обучающие тренинги проводились совместными усилиями Министерства экономики и коммерции, Всемирного банка и Института политики и развития. На сегодня, благодаря нашим усилиям и благодаря усилиям наших районов и муниципалитетов, у них есть собственные программы, которые направлены на инклюзивное развитие, на развитие экономики. И в этой сфере они больше опираются на экономическую специализацию. Сегодня у нас появляются регионы, где они говорят, у нас приоритетом будет туризм, у нас будет приоритетом растениеводство. Они говорят, мы будем развивать другие отрасли. И при этом очень меня радует, когда они говорят, мы будем включать уязвимые группы, чтобы они стали активными жителями. Напомним, что Кабмин в прошлом году утвердил данную программу. Она охватывает 14 направлений, включая развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, цифровизацию, экологию и планирование территорий. Цель – создать устойчивые зоны роста, устранить разрыв между регионами и улучшить инфраструктуру. Эрмек Куренкеев, Эльдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.